Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Вы должны это знать. О чем хотят сказать вам высшие силы. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, так и спросите, о чем хотят сказать мне высшие силы. Что мне важно, нужно, либо что я должна знать. Я надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы будут моими руками, пусть откроют нам то, что сейчас скрыто. Слышать, знать. Итак, что же вам важно знать, что вы должны знать? Во-первых, вы должны знать, что ваши финансовые проблемы в вашей жизни до конца этого года, у кого-то раньше произойдет, я надеюсь, а у кого-то вот прям до конца этого года они разрешатся. То есть сейчас просто ужас ужасный, но ситуация начнет выравниваться. В вашу жизнь идет источник. Источник идет с левой стороны. То есть это событие, оно, скажем так, оно скрыто от нас, оно затуманено. Но тут, как я понимаю, будет предложение. Предложение, от которого вы просто никак, ни в каком виде, ни физически, ни морально, ни эмоционально не сможете отказаться. Вот вы нуждаетесь, остро нуждаетесь в деньгах, приходит человек, говорит, пойдем, и вы вроде как и сомневаетесь, но с другой стороны вы не имеете права отказаться. И вы примете это предложение. У вас этот источник очень интересно показан. Он не бурный, но он и не застойный. То есть там течение все-таки есть, но оно не сильно активное. В зависимости от того, насколько вы, приложите усилий, насколько вы сможете сконцентрироваться, настолько вы усилите это течение этого финансового потока. То есть от вас потребуется действие. Я понимаю, что вы человек не ленивый, я понимаю, что вы человек очень даже работящий, активный. Тут речь о другом. Больше похоже на то, что вы сомневающийся человек, да? То есть вы можете изначально в себе засомневаться, побояться, что вы там не справитесь, что вы подведете, что на вас там как-то криво-косо посмотрят. И из-за этого вы не будете прям рвать с места в карьер, и сами понимаете, да, не будет этого усиления. То есть маховик не начнет крутиться в полную мощность. Поэтому высшие силы говорят, вообще спору нет. Ты замечательный работник, талантливый, способный, выносливый, это все ты. Вообще не сомневайся в себе. Предлагают — бери. Знаете, бабушка еще моя говорила, дают — бери, бьют — беги. И вы, вам предлагают, а вам будут предлагать, вам не только эту работу, например, да, либо эту должность будут предлагать, вам еще что-то будут предлагать, хочешь дополнительно, хочешь то, хочешь все. Не сомневайтесь, если вы чего-то не знаете, вы научитесь, что-то не умеете, то же самое, это вопрос времени. Вы человек способный, абсолютно способный. Может быть, вам потребуется 2 дня, может быть 5, но вы научитесь. Поэтому не отказывайтесь. Честно говорите, да, я хочу, я очень хочу, я буду очень стараться, но мне нужно подучиться. Либо расскажите мне, покажите несколько раз, чтобы я понимала, что делать. И благодаря этому ваш денежный канал начнет усиливаться, течение начнет усиливаться, поток начнет усиливаться. И вы к концу года вы закроете все свои дырочки, долги, обязательства, прочее, кредиты, и выйдете на такой достаточно стабильный уровень жизни, не дохода даже, а жизни. То есть ваши доходы полностью будут покрывать ваши расходы, и еще денежки будут оставаться. Смотивируйте себя. Не бойтесь показаться глупым человеком, либо смешным человеком, но это вообще ни о чем. Бойтесь остаться без средств. Бойтесь отказаться от тех предложений, которые вам дают. Еще раз говорю, всему можно научиться. Абсолютно всему.
Ну, не рождаются люди, там, не знаю, вот какой пример вам, да, не рождаются люди космонавтами, либо там нейрохирургами, ну, не рождаются. Они учатся, да, и становятся специалистами и профессионалами. И то же самое у вас произойдет. Всему вы можете научиться. Хватит вот стесняться и хватит закрываться от мира. Вот у вас тут восстанавливается. Дальше, мои хорошие. Здесь у вас пиковая ситуация вышла, очень пиковая, но это в эмоциях. Это эмоции, это отношения, это между людьми, может быть в семье, может быть в паре, может быть там, с родственниками, там, вообще в принципе, да, там, с соседями, да, какая-то пиковая эмоциональная идет ситуация. В эту пиковую ситуацию нельзя уходить с головой. Нельзя рвать связи, те, которые до этого были созданы. Будет очень хотеться, будет, может быть, обидно, либо уже вам обидно, может быть, вы уже в процессе, вы там постоянно ругаетесь, ссоритесь со своим партнером, либо с близкими людьми. Не заостряйте ситуацию, не надо этого делать. Помните, что самое главное – это человечность, человеческое отношение. Если вы будете относиться с пониманием, с добротой, да, протягивать руку, ну поверьте, вас не ударят за это ножом. Наоборот, вы вот этим своим примером, своей улыбкой, вы заразите своего оппонента. И человеку ничего другого не останется, как идти с вами на примирение. Сейчас острая фаза. Либо она уже происходит, либо вот-вот начнется. Вам идет именно, потому что вы более сильный человек. Вы и морально, и эмоционально более сильный человек. Может быть, вы об этом не догадываетесь, но так и есть. Если вас будут провоцировать, если какое-то там пойдет негативное течение, старайтесь его блокировать, останавливать своей улыбкой, своим хорошим, добрым расположением духа. На обидное слово не отвечайте обидными словами. Ответьте хорошим словом. И вы поразитесь, какая будет реакция. Да, вот человек скажет: о, сейчас я ее там плохим словом назову, а она, значит, меня, а потом я ее, и вот она понеслась, эта драка, словесная драка, да, допустим. А вот человек говорит вам плохое слово, вы ему улыбаетесь, говорите: а я тебя люблю. И посмотрите, какая будет реакция у этого человека. Вы обалдеете. Просто обалдеете, как это все произойдет. Поэтому, мои хорошие, высшие силы, вот вам даже этот пик показали. Он на самом деле дырявый. Дырявый, там ни на чем он не держится. Это эмоции, это нервы, это переживания, это, знаете, стресс там накопился. Это естественно. Но мы люди, мы так устроены. Кто-то умеет справляться со своим стрессом, а кто-то не умеет. Ну, за это же там не наказывают. Просто дайте пример, покажите. Покажите, что надо все решать спокойно, словами. И когда люди уважают и любят друг друга, это намного лучше, когда они там целыми днями шпилятся с друг другом. Вот словесно я имею в виду. А еще, не дай бог, если кто-то и с применением физической силы. Покажите свое доброе намерение и открытую душу. И вы получите просто невероятный результат. Дальше, мои хорошие. Здесь у меня идет какой-то прорыв в том деле, каким вы очень долго занимались. Вот у вас есть ваше любимое дело, либо какая-то ваша мечта, какая-то ваша идея, что вы долго вот так кропотливо там собирали, создавали, там, настраивали и делали. И результата как такового не было. И у вас уже пошло такое разочарование, усталость, да, и разочарование. Вот, а зачем я это делаю? А все равно никакого результата нет. А вот возьму-ка я и все брошу. И вы как сейчас по инерции все еще продолжаете работать над этим делом, либо вопросом, либо что вы там создаете. Инерция, усталость и инерция. Высшие силы говорят: не бросай. Вот не бросай и все, доведи до конца. Доведи. Вот бросишь, пожалеешь. А вот доведешь до конца, возрадуешься. Вот если вы что-то создаете, ну, допустим, да, просто утрированный пример. Вы занялись каким-то вопросом, вы решаете, собираете документы, что там хотите подавать, получать, там разрешение, лицензии и прочее, прочее. Вы получите. Обязательно. Если вы, допустим, человек, который занимается творчеством, ну, допустим, вы художник, вы пишете какую-то там картину, да, не какую-то, а вашу картину, да, пишете ее, вы над ней там уже несколько лет работаете, либо несколько месяцев. И вам люди говорят: да ну кому это надо, никто у тебя там эту картину не купит, боже, что оно такое.
Не верьте, не слышите и продолжайте. Потому что придет время, и за эту картину вам дадут какие-то нереальные деньги. Либо благодаря этой картине вы станете там популярным человеком, какую-то мировую популярность получите. Вот у вас именно так идет. И высшие силы говорят: не сдавайся, продолжай. Работай над тем делом, вопросом, каким бы ты сейчас занимаешься. Хуже всего вот навредишь себе, да, когда оставишь все как, ну вот бросишь, да, на полпути, либо не доведешь до ума. А вот если поработаешь, то будет прекрасный результат. Так, мои хорошие, идем дальше. Здесь у меня 2 человека никак сойтись не могут. Что-то вот не дается. Мостик то вроде как появляется, то ломается. То с вашей стороны, то со стороны человека что-то вот не ладится. Никак сойтись люди не могут. Тут еще кто-то может создавать препятствия. Кто-то, это люди другие, могут создавать препятствия, могут создавать там препятствия законы и там дистанция. Вообще вы как-то... Вы друг к другу стремитесь, да, но вы какие-то разные. То ли договориться не можете, то ли в друг друге сомневаетесь. То есть один мостик бросил, другой там не принял. Второй мостик бросил, там первый не принял. Что-то вот у вас не ладится. Высшие силы говорят: ваша любовь, вот эти ваши отношения, ваши чувства, они должны были пройти то, что проходит сейчас. Испытания. Испытания расстоянием, испытания временем. Вот чем дольше вы никак не можете сойтись и объединиться, тем сильнее ваша любовь. Тем вы ярче, да, воспринимаете друг друга, тем вам становится понятней, что вы друг другу нужны. И без друг друга вы жить не можете. Вот, это нормально, это естественно, это не знак того, что вы друг другу не подходите, наоборот. Это знак того, что ваша любовь настоящая, за нее нужно бороться. И чем тяжелее она вам дастся, тем она будет, скажем так, крепче и сильнее. Так, я думаю, вы меня понимаете, да? Не бросаем своих партнеров, дальше продолжаем бороться и наводить эти мостики. Рано или поздно у вас получится. Получится, и поверьте, счастливее, чем вы, пары потом будет не найти. Дальше, мои хорошие. Здесь переживания за детей выходят, за ребенка, либо за детей. Не могу сказать маленькие, либо уже взрослые дети. Но я вижу сердце матери, либо сердце отца, которая просто вот от ужаса, от цепенения, да, кровью обливается. Вот прям боитесь и все. Может быть, ваш ребенок там, не хочу такое говорить, да, может быть, там со здоровьем что-то не так, может быть, не тем путем пошел, может быть, в какой-то даже сейчас переделке находится, в опасности, и вы очень боитесь. Знаете, высшие силы говорят: твой страх, он не помогает, он только лишь вредит. Потому что страх — это негативная энергия. Негативная, она имеет черный окрас. А вам вот за вашего ребенка надо молиться, надо просить, надо вот свою вот эту любовь вкладывать в молитву и вот такой молитвенной птицей передавать своему ребеночку. Понимаете, вот так силу свою передавать. Вот боитесь, возьмите себя в руки, пойдите в храм, поставьте за здравие свечку, помолитесь за своего ребенка, за чадо. Даже есть такие молитвы, да, молитва за чадо, так, по-моему, называется. Помолитесь. Передайте свою любовь. Не страх свой передавайте, не посылайте свой страх во Вселенную, там, да, а передайте любовь, передайте защиту, передайте вот это свое материнское большое огромное сердце, которое поможет и защитит. Вот именно так поступайте. И я вас уверяю, вот сила материнской любви, либо отцовской любви, она самая сильная. Вот нету другой более сильной силы. Вот вообще в принципе нету. Не найти в природе. Материнская любовь творит чудеса. И если вы услышите то, что я говорю, и попробуете это реализовать, вы поймете, насколько это мощь, это энергия, это то, что, возможно, там, не знаю, спасет, сохранит и на ноги поставит, и назад домой принесет, приведет. Попробуйте. Не убивайте себя так морально и знайте, что ваша энергия, она летучая, да, энергия, она вся летучая. Она долетит до вашего ребенка, но не долетит она подарком, да, который исцеляет, помогает, а долетит вот такой вот кляксой черной, которая будет еще и ослаблять, вот, потому что это страх.
страх, понимаете? Не надо этого делать. Прекратите. Молитесь лучше и желайте, вот прям представляйте, да, что все будет хорошо. Просите Боженьку, чтобы все было хорошо. Ангелов просите, чтобы защищали. Делайте именно так. И вы увидите, какой будет результат. Так, ну и напоследок еще хочу сказать, для тех, кто у меня то ли в путь собирался, то ли что-то, какие-то крутые перемены себе запланировал. Высшие силы говорят, вот твой план, конечно, классный, да, мы поддерживаем, все замечательно, но кроме одного, время, вот смотрите, я вот сказала про план, гром был, это очень хороший знак, знак подтверждения. Время твое еще не пришло. Ты поедешь, ты поменяешь, ты получишь, ты добьешься, но все будет по-другому. Вот план не состоится. Вот как ты себе это видишь, как ты себе это представляешь. Мы знаем лучше, мы тебя поведем, отведем, направим туда, где будет хорошо, где ты не встретишь сопротивления, где не будет каких-то там сложных, острых моментов. То есть в этом плане доверьтесь высшим силам. Конечно, продолжайте то, чем вы занимаетесь, то, что вы планируете, но когда будут какие-то корректировочки входить в ваш план, соглашайтесь, принимайте. Ну, например, вы хотите поехать в один город, вы уже там подумали, придумали, и тут что-то происходит, да, там резкий скачок, там, не знаю, арендной платы, либо там недвижимость резко там в цене выросла, либо там какой-то, ну, эксцесс произошел в этом городе, и вы думаете, ну все, значит, высшие силы против. И тут же вам там идет информация, что в соседнем там городе, либо там городе там нескольких там километрах есть прекрасное предложение. Вот вас так будут направлять. Высшие силы о вас позаботятся. Главное, не сопротивляйтесь тому, что происходит. Ну, сопротивляться как? Ну, например, да, вы хотите переехать, рент вырос, а вы говорите, да ладно, ой, ну буду экономить, но все равно перееду. Вот это сопротивление. Вот так не надо. Высшие силы сами выведут. Вас вот прям под руки возьмут и вот так вот пронесут так, чтобы вы, ну, нигде на ножку не ударили, да, там, не стоптали, ни мозольчик не натерся. Вот так пронесут. Все будет замечательно. Все получится. Вы поедете, переедете, реализуете, но немножечко все будет по-другому складываться. И по времени, может быть, тоже какие-то вот будут, ну, скажем так, моменты ожидания, либо, ну, как переносы какие-то могут быть. Так что не расстраивайтесь, не переживайте, все будет замечательно. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.